В ожоговом отделении сегодня уже тихо. Еще несколько дней назад в коридорах стоял запах гари, пострадавших везли одного за другим. Не доставало лекарств, компонентов крови и даже обычных бинтов. Тогда посчитать, сколько человек пострадало от взрыва, сразу не удалось. Повреждения органов получили даже пожарные. Один из них до сих пор находится в больнице. В общей сложности были госпитализированы 11 человек, 3 из них уже скончались. Еще 3 находятся в реанимации в тяжелейшем состоянии. Сейчас развивается ожоговая токсемия, называется, это когда распад ткани, мертвой ткани, когда высасывается кровь и поражает внутренних органов. В социальных сетях сдавать кровь для пострадавших директор больницы просил несколько раз, но помочь раненым вызвались немногие. Первый день после того, как мы обратились, пришли сдавать всего 15 человек. И то большинство это были родственники, знакомые пострадавших. В центр крови люди начали приходить только после того, как об этом заговорили почти все СМИ. Кровь сдал даже министр здравоохранения, но пиар-ход не помог. Спасать чужие жизни мало кто торопился. Вот правда, сегодня утром доноров здесь оказалось чуть больше, чем в предыдущие дни. Я думаю, сдать кровь во время уразы – благое дело. Люди сидят в очереди, чтобы сделать добро. Я увидела по телевизору и сразу решила прийти и помочь. Швея Анна раздает кровь в первый раз. Для ребят из патрульной милиции это не впервые, тем более они сами были на месте происшествия и первыми оказали помощь пострадавшим. На оцеплении стояли, обеспечивали беспрепятственный проезд глав государств именно во время ШОСа. Тогда услышали мимо нас где-то около 500 метров взрыв. Это было на стоянке взрыв. Тут же приняли решение. Подъехали в данный участок, увидели, как 2 пострадавших лежали на земле. Передав раненых медикам, сотрудники МВД приехали на место взрыва еще раз, потом еще раз, и так до тех пор, пока пострадавшие не были вывезены с опасной зоны. Буквально вчера я по новостям услышал именно кровь. Требуется кровь, и там погибших 3, пострадавших где-то, человек 17 пострадали. Сейчас крови, что есть в центре, хватит, говорят медики, но лечение пациентов с ожогами может затянуться до полугода. У некоторых из них обожжено до 90% поверхности тела. Им предстоит пережить множество перевязок и операций по пересадке кожи. Все это время резервы центра крови должны пополняться. Джубек Бегалиева, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.